Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В Дашогузе новый начальник налоговой службы вместо бюджета пополняет свои карманы. Кучка недавно назначенных налоговых чиновников в Дашогузе активно принялась за работу, но пополняет не казну города, а свои карманы. Устраивая масштабные финансовые проверки местных предпринимателей, налоговики берут взятки для себя и для неких чиновников в Ашхабаде. По отдельным ставкам нужно им платить и за получение статуса предпринимателя, и за регистрацию фирмы. В городе с самым высоким по стране уровнем безработицы действия чиновников точно не вписываются в политику государства по развитию частного бизнеса. Недавно Туркмен Ньюс сообщал о махинациях со строительством в Дашогузском вилаяте. Десятки людей лишились всех сбережений, зато причастные чиновники остались на местах и обогатились. Среди них особо выделяется заместитель хакима Шабадского этрапа Назар Гильдыев. Его прямая задача – следить, чтобы новые объекты возводились по законам и в интересах местных жителей. Но вместо этого он наладил вымогательство взяток за каждую бумагу, которая проходит через его руки. И также обустроился на своем посту в налоговой города Гайрат Бекджанов, о котором речь ниже. Бекджанов возглавил налоговый отдел города Дашогуза в середине прошлого года. До этого, по сведениям источника Туркмен Ньюс, он работал в разных налоговых отделениях Ашхабада и никаких положительных характеристик не получил. Но, возможно, его руководители посчитали, талантливому человеку просто негде развернуться, и сделали Бекджанова начальником налогового отдела целого города. В помощь Бекджанову назначили и нового заместителя, Випа Копуклиева. Им с энтузиазмом начал помогать начальник отдела проверки Какамурат Байрыев. Троица взялась тщательно изучать фронт работ и выделять предпринимателей с большими оборотами. На торговые точки зачастили налоговые проверки. Байрыев возглавляет их лично и подает своим инспекторам потрясающий пример усердия. Не пропускает ни одного нарушения, а проштрафившихся бизнесменов он направляет сразу к Копуклиеву. Но в кабинете у заместителя налоговой выясняется, все это рвение было вовсе не для того, чтобы добрать в городской бюджет положенные отчисления пени или штрафы. Вместо этого с бизнесменов требуют по 20 тысяч манатов, более 1000 долларов, с формулировкой, мол, для начальника из Ашхабада. Если вовремя не расплатиться, показывают серьезность намерений, незаконно замораживают банковский счет и пересчитывают дневную выручку. Перед авторитетом некоего начальника из Ашхабада приходится склониться. Деньги собирают не только за нарушения, но и за обычные операции. И тут на сцену выходит еще один исполнитель в кавычках, сотрудник налоговой Шамурат Сапаров. Он племянник Бекджанова, поэтому коллеги зовут его Шамы Йеген. Шамурат собирает по 1000 манатов за регистрацию предпринимателей и 8-10 тысяч за регистрацию фирм. Не заплатишь, можешь разжечь своим бизнес-планом тамдыр для выпечки хлеба. Сам Гайрат Бекджанов предпочитает не марать рук и не участвовать в сделках лично. Вот только образ жизни начальника городской налоговой намекает. Большую часть денег получает он. В поселке Гераглы он отстроил себе двухэтажный дом, а в самом Дашогузе имеет несколько торговых точек. Но не стоит переживать, что все деньги уходят начальству, а чиновники, которые выполняют тяжелый и опасный труд вымогательства, остаются ни с чем. Строительная фирма Гайратлы Ел, записанная на его родного брата Микана Бекджанова, возводит напротив новой главной мечети Дашогуза несколько четырехэтажных жилых домов. Один из проектов фирмы даже попал на сайт invest.gov.tm Министерства финансов и экономики. Это теплицы на 9 миллионов манатов в Ахалском вилаяте. В бизнесе Гайрат Бекджанов также равнодушен к людям, как и на посту. При своем размахе Гайратлы Ел задерживала зарплаты рабочим. Наконец, в Дашогузе говорят, что здание бывшего отеля Диярбекир находится под его контролем. Отель разорился несколько лет назад. Сейчас его площади сдаются в аренду. Там, например, находится языковой центр Мердем Яшлар. Кто проверит налоговую декларацию Бекджановых? Это мог бы сделать начальник налогового отдела Дашогузского вилаята Давлет Марат Байлыев.
но он никак не стремится вразумить городского коллегу, а наоборот, поддерживает. Но не стоит переживать, что все деньги уходят начальству, а чиновники, которые выполняют тяжелый и опасный труд вымогательства, остаются ни с чем. У заместителя городского главы налогового отдела Випа Копуклиева тоже есть двухэтажный дом в поселке Гераглы. Регулярно он обновляет и свой автопарк. Тем временем в Дашогузском вилаяте, согласно официальным данным последней переписи населения Туркменистана, 7,3% горожан являются безработными. То есть официально встали на учет после того, как долгое время не могли трудоустроиться по независящим от них причинам. Кроме них, есть те, кто ищет работу, но до службы занятости пока не дошел. Еще 32,5% – это самозанятые, то есть занимающиеся мелкой коммерцией в одиночку. Это самые высокие уровни по стране. Они показывают, что бизнесмены в Дашогузе считают каждую копейку и не могут позволить себе держать сотрудников. Из-за нехватки рабочих мест люди становятся бизнесменами сами, но не могут дорасти даже до статуса индивидуального предпринимателя. Дашогузскому частному сектору отчаянно нужна поддержка, которая входит, согласно утверждениям президента Сердара Бердымухамедова и председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова, в стратегические задачи Туркменистана. Но вместо того, чтобы ее оказывать, местные чиновники окончательно растаптывают мелких предпринимателей дополнительными поборами. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.